Смотрим. Вот сейчас он 220. Вот нажимаешь кнопку, он должен показывать больше. Вот 227. Еще 2 недели назад отметка на этом циферблате не превышала 150 вольт. Сейчас же она показывает полные 220. Для Беслана Балхаева, который только начинает обживать новый дом, это самый лучший подарок на новоселье. Низкое качество электроснабжения, перепады напряжения и короткие замыкания, плюс постоянный перегруз оборудования, не рассчитанного на нелегальную нагрузку. С обновлением линии электропередач о таких проблемах можно забыть на долгие годы. Ребята хорошо поработали. Спасибо можно им сказать. От нашего села Гамурзиева, от улицы нашей. Пока Беслан вместе с другими жителями улицы Алхачурская наслаждается возможностями обновленной сети, на Степной о том, как их жизнь станет ярче на 100 вольт, Муса Ужахов только представляет. Монтаж низковольтной линии электропередач энергетики здесь уже провели. Осталось заменить высоковольтные. Они обещают заменить эти неизолированные провода на изолированные самонесущие провода. И это тоже обещают сделать в темпе. Все опоры будут заменены на новые. И расстояние между опорами тоже, это, наверное, знают, что эта норма должна быть соблюдаться, по норме все будет сделано. Строительство электрических распределительных сетей в районе Новостроек в компетенции муниципальных властей. Однако участок не электрифицировали, а жители, возведя дома, решили проблему с коммуникациями самостоятельно. В ход шли деревянные и железные подручные конструкции и даже неизолированные провода. Работы велись без учета перспектив развития и возможности их дальнейшего подсоединения к центральным сетям. تجهيز غولي يا حنز تغير بروبلم الله دري تحليني دا حنز آخر ندرس كج عيواخش بوه جو ديكون كم يوقع يا أخي شخام سل شو ياسر Застарелая проблема перебоев энергоснабжения и низкого напряжения в сети будет решена для 3000 абонентов в Назране. Повысить надежность электроснабжения стало возможным благодаря инвестиционной программе Россети, на реализацию которой выделено 70 миллионов рублей. С планом снижения потерь в сетях филиала МРСК «Ингушэнерго». Процентов на 20 от запланированных на участке работ энергетики уже выполнили. Мы уже 7-8 километров построили, как я уже ранее сказал. Те места, где мы уже запитались трансформаторы, запитали людей, выполнили вода, там уже люди вроде не жалуются, им уже лучше стало, потерь нету. А то многие жаловались, что у них какие-то электрические приборы горели ранее. Ну, теперь этого не будет, потому что 70-й провод тянем. Это пропускная способность у него очень хорошая, поэтому я думаю, что у них жителей будет нормально. Общий объем финансирования мероприятий, реализуемых до 2022 года, превысит 500 миллионов рублей. Помимо Назрани, программа предполагает реконструкцию сетевой инфраструктуры в сельских поселениях Плиева и Барсуки. Эта программа охватывает порядка 188 улиц, это большое количество потребителей. Она предусматривает замену старых и установку новых железобетонных опор, ну и замену, как мы его называем, голого неизолированного кабеля на самонесущий изолированный кабель. Соответственно, качество электроснабжения на тех участках, где эта программа будет реализовываться, она существенно улучшится. В то же время, наряду с реконструкцией этих линий, на каждого абонента на этих железобетонных опорах будут устанавливаться интеллектуальные приборы учета самоопрашивания. В дальнейшем программа будет уже распространена на территории всей республики и всех муниципальных образований. Программа снижения потерь – яркое свидетельство верного курса на техническое обновление энергохозяйства региона. Ее реализация позволит обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение проблемных участков и снизить технические потери. Так как СИП изолированный, не будет возникать коротких замыканий из-за ветра, погодных условий.
Также пропускная способность данного провода намного выше, чем у других неизолированных проводов, так как сечение выше, поэтому и потери будут в сетях значительно меньше. Завершить все работы энергетики планируют до конца года. Применение новых элементов оборудования, в том числе цифрового, существенно сократит риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и практически исключит несанкционированное подключение к сетям. Рарадат Хулухоева, Магомед Даскиев, Новости 24.